Первым делом я хочу, чтобы все-таки действительно медсестры вели отдельный прием, не вместе с врачом, а сами самостоятельно сидели. Чтобы у нас был прием, сестринский прием, хотя это в регионах есть, но в город еще пока как основной не ввели. Чтобы нам было патронажные медсестры, отдельный штат дали. А здесь остальные вот манипуляционный кабинет, по кабинетам, это совсем другое. А вот именно на каждого врача 2 патронажных медсестер, раз на 1500 нам сказали, а у нас 2200, 2300, вот на каждый участок у нас сейчас это самое население вот так. Мы бы побольше, да, ходили бы, занимались бы, а то что, придут на прием с ними, быстро разговариваешь, там что-то быстро объясняешь, и они уходят, не понимают потом. Их возвращаешь, они уже не помнят, что им сказала, как сказала, что объяснила. У нас писанина так много, невозможно, прямо аж и пишем, и сидим, и пишем. Даже вот порой бывает, не можем общаться с детьми, с мамашкой, например, объяснить что-то, потому что некогда, надо писать что-то. А то не успеваем, журналы там очень много у нас получается. Наоборот, мы хотим с людьми работать, а у нас это не получается, видите? Базовый оклад бы выше сделали бы, хотя бы 10 тысяч. Вот базовый оклад. Зачем нам коэффициент трудового участия нам сделали, да? Иной раз бывает 800 сомов, иной раз бывает 1000 сомов. Представляете, вот это коэффициент трудового участия. Как только новые медсестры приходят, у них 4300, пока туда-сюда выходит где-то 6000 и все. А на 6 тысяч кто будет работать-то? Конечно, бы хотелось бы, чтобы медсестры получали достойную заработную плату. Но для этого мне, как мы вот уже несколько раз спорили, чтобы ввести индикаторы для медсестер. У нас врачи получают индикаторы, а сестры не получают. Поэтому, мне кажется, для медсестер лучше ввести индикаторы, чтобы хотя бы по этой шкале они получали достойную заработную плату. Оклад, если повысили, конечно, мы довольны были бы. А так работаем так же, работа объема сейчас больше стала, действительно. Раньше была, если я сидела с терапевтом, только смотрела взрослых терапевтических, а сейчас это в семье, начиная с беременности идет, потом рождение ребенка и дальше до старости мы смотрим. Но объем работы очень много стало. Во-первых, обучение наших медсестер на уровне, вот именно после медучилища, оно очень слабое. У нас приходят медсестры неподготовленные. Хотелось бы, чтобы образование, то есть эта область образования более давала навыков и знаний в сфере медицины, чтобы медсестры на первичном уровне могли уже оказать помощь, как полагается семейной медсестре. Мы до этого уровня пока еще не дошли. Сестринское высшее образование у нас на данный момент, вот у меня в поликлинике никто не имеет. Если бы это было бы, естественно, и шифр был бы определенный, и, может быть, и зарплата была бы определенная.